5 апреля в Назрань прибудет ретро-поезд «Победа», который совершает тур в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В торжественной встрече поезда примет участие глава республики Махмуд Али Калиматов. По его словам, в год 80-летия Победы особенно важно подчеркнуть роль подобных инициатив в воспитании у молодого поколения уважения к исторической памяти. Напомню, ретро-поезд «Победа» сформирован из исторического подвижного состава времен Великой Отечественной войны, крытых товарных вагонов, платформы и салона вагона. 25 апреля пройдет международная историческая акция «Диктант Победы». Подготовка к акции в Ингушетии идет полным ходом, сообщил глава республики Махмуд Али Калиматов. Определены 70 участков, на которых более 3500 человек напишут «Диктант Победы». Принять участие в диктанте может любой желающий, как очно на одной из площадок, так и онлайн на официальном портале диктантпобеды.рф. Министерство здравоохранения России пересмотрело проект приказа, которым предлагалось усложнить получение больничного листа. Порядок его останется прежним. Напомню, в ноябре прошлого года Минздрав представил предложение по изменению правил выдачи больничных. Например, предлагалось установить, что если человеку выдавали листок нетрудоспособности 4 раза за 6 месяцев, то на 5-й раз ему могут оформить больничный лист лишь на 3 дня. Позднее в министерстве заверили, что все предложения по изменению порядка оформления больничных листов изучат и рассмотрят в установленном порядке. Открылась регистрация на мастер-классы от медиашколы «Арти Регион» в Магасе. Бесплатный образовательный интенсив пройдет 15 и 16 апреля в Академии цифрового развития. Участников ждут живые мастер-классы от ведущих специалистов международного телеканала «Арти», корреспондентов, продюсеров и редакторов с многолетним опытом в медиасфере. Мошенники от лица Минсельхоза Ингушетии предлагают фермерам оформить субсидии. Как сообщает ведомство в своем телеграм-канале, в последнее время ингушским сельхозтоваропроизводителям поступают предложения за определенную сумму помочь в получении субсидий на сельскохозяйственные цели. В Минсельхозе призвали граждан доверять только проверенной информации из официальных источников и не вестись на уловки злоумышленников. Минтранс работает над созданием единой системы информирования о временных ограничениях движения транспортных средств по дорогам. В Минтрансе отметили, что проект закона о такой системе планируют обсудить с перевозчиками, чтобы услышать их пожелания и предложения. В министерстве также сообщили о планах включить в транспортную стратегию вопросы разработки и актуализации профессиональных стандартов в области транспорта, в том числе в области морского и внутреннего водного транспорта. Родители детей до 3 лет, а также многодетные родители детей до 6 лет могут бесплатно получить лекарства, участвующие в программе льготного лекарственного обеспечения. Для этого необходимо получить рецепт от педиатра, рассказали в Госдуме. Перечень лекарственных препаратов, которые в данном случае отпускаются по рецепту врача бесплатно, формируется в рамках перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, ежегодно утверждаемым правительством России. В него входят антибиотики, обезболивающие, жаропонижающие и другие препараты.